Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112». В студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем о причинах и последствиях столкновения мотоцикла и легковушки на улице братьев Касимовых. Ногу я повредил, грудь ударил, сознание потерял. Без госпитализации не обошлось. Неожиданный поворот в деле об ограблении магазина по улице Декабристов. Самостоятельно нанес себе удар по лицу. Продавец инсценировал нападение на самого себя и забрал все деньги. В Нижнекамске судит мужчину, который набросился с ножом на продавщицу в магазине. Я сразу сказал, что это он. Женщина узнала в нем постоянного покупателя. Об этом мы не только прямо сейчас. 51-летний байкер оказался на асфальте в результате столкновения с иномаркой на улице братьев Касимовых. По предварительным данным, автоледи за рулем Ford Fusion выезжала со стороны двора и не пропустила мотоциклиста, который ехал прямо. Впрочем, признавать свою вину она не торопилась. Почему, знала Татьяна Тимошенко. Ногу я повредил, грудь ударил, сознание потерял на мгновение. Почему не обратились за помощью? Зачем? Скоро приехал, я отказался ехать. Сейчас приедет за мной товарищ, и я поеду в больницу. Уже в больнице у 51-летнего мотоциклиста диагностировали ушиб правой ноги и сотрясение головного мозга, хотя сам пострадавший считал, что спас себя от более серьезных травм. Я быстрее остановился как-то, мне пришлось положить мотоцикл. Я его положил сразу в ногу. Ну и уже лежа, видно, догнал девушку, она еще дальше проехала. Мужчина отметил, ехал по улице братьев Касимовых. Вскоре на его пути оказался Форд, иномарка выезжала со двора. По правилам дорожного движения при выезде с прилегающей территории водитель обязан убедиться в безопасности маневра и пропустить тех, кто имеет приоритет на дороге. Впрочем, пассажир легковушки считал, что в этом случае вины водителя нет, а ответственность за произошедшее лежит на мотоциклисте. Мы уже выехали, и он ударился в задний бампер с правой стороны каким-то образом. Женщина, управлявшая иномаркой, отказалась от комментариев и была категорически против повышенного внимания. Мы с ГАИ выясняем отношения. Вот только доводы женщины и пассажира не убедили автоинспекторов. Предварительно ее признали виновной в происшествии. Татьяна Тимошенко, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. Не обошлось без помощи медиков и на Мамадышском тракте, где автомобиль Hyundai сбил 30-летнюю девушку на зебре. По предварительным данным, она пересекала дорогу на самокате на разрешающий сигнал светофора. Как объяснил произошедший водитель легковушки и какие травмы получила пострадавшая, знает Айгуль Бадрудинова. Видите, машина повреждения. Девушку везли там СГМ под вопросами и ушиб спины. Из-за того, что в аварии пострадал человек, автоинспекторы в присутствии понятых предложили 30-летнему водителю иномарки пройти экспресс-тест на алкоголь. Результат никого не удивил. Мужчина в этот вечер не выпил ни капли спиртного. Позднее он рассказал, как все произошло. Она с той стороны выехала. То есть она ехала на самокате, да? Да, на самокате выехала. Просто она в левый бок мне ударилась. Как она в дальнейшем себя чувствовала? Остановились, помогли ей? Помогал. После удара девушка подлетела на капот и упала на асфальт. Встать сама не смогла. Прибывшие на место аварии медики доставили ее в больницу, где у пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей теменной области. Восстановив картину произошедшего, сотрудники госавтоинспекции возложили ответственность за ДТП на водителя Hyundai. По их данным, при повороте налево с улицы Натана Рахлина на Мамадышский тракт мужчина не уступил дорогу девушке. Она ехала на самокате на зебре на разрешающий сигнал светофора. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. 28-летний мужчина погиб в результате удара током от сварочного аппарата. Прибывшим на место медикам пришлось лишь констатировать смерть рабочего. Как установило следствие, он проводил работы по сварке полипропиленовых труб на территории строящегося детского сада на улице Натана Рахлина. По данному факту Следственным комитетом Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка действий должностных лиц, ответственных за безопасное проведение работ. Расследование уголовного дела продолжается. 37-летнюю жительницу Зеленодольска следователи подозревают в истязании своей дочери. По их версии, с мая по июль этого года женщина систематически наносила побои 15-летней девочке. Поводом для рукоприкладства становились не вовремя сделанная уборка или невымытая посуда.
В дальнейшем, не выдержав издевательств, девочка переехала жить к бабушке, которая, в свою очередь, сообщила о произошедшем правоохранительные органы. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье истязания. При этом причастность к совершению преступления она признала частично. В одном кармане билет, а в другом запрещенное вещество. Полицейские Казани задержали кондуктора одного из автотранспортных предприятий города с синтетическими наркотиками. При себе у него обнаружили чуть больше 1 грамма зелья. В отношении 29-летнего мужчины возбудили уголовное дело. На время следствия он отпущен под подписку о невыезде. Неожиданный поворот в деле об ограблении магазина по продаже кальянов на улице Декабристов. Напомним, инцидент произошел 28 июля. Продавец сообщил, что неизвестный зашел в заведение и, избив его, похитил все деньги. Но, как выяснили полицейские, никакого грабежа не было. Мужчина инсценировал нападение на самого себя, а деньги похитил. Айрат Назипов узнал, ради чего он пошел на такой шаг и что теперь ему грозит. Извините, да. Еще 28 июля продавец магазина с подсказки своих знакомых решил ничего не комментировать на камеру. Возможно, боялся сболтнуть лишнего. А вот полицейским он рассказал, что стал жертвой нападения неизвестного грабителя. Якобы зашел мужчина и, избив его, похитил все деньги, а именно 57 400 рублей. Даже показал характерные травмы на своем лице. Бывает? Полицейские стали разыскивать несуществующего нападавшего, но очень скоро выяснили, здесь что-то не так. Присмотревшись к показаниям продавца, они поняли, откуда, что называется, растут ноги. Оказалось, что 24-летний парень инсценировал нападение на самого себя. По данным стражи порядка, он самостоятельно нанес себе удар по лицу и забрал всю наличность. Затем перечислил деньги на свою банковскую карту и потратил их на букмекерских ставках. По данному факту следственными органами было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос». Молодой человек полностью признал свою вину. В ближайшее время он планирует возместить ущерб своему работодателю. Айрат Назипов, Константин Буршуев, Вызов 112. 60 килограммов мяса украл 31-летний казанец, проникнув ночью в закрытое кафе на улице Островского. С заявлением о пропаже продукции в полицию обратился генеральный директор заведения. Материальный ущерб он оценил в 50 000 рублей. Полицейские Казани быстро вычислили и задержали вора. На допросе он признался, что похищенное мясо продал на одном из рынков по улице Московская, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Едва не лишилась жизни из-за 8 000 рублей в Нижнекамском городском суде рассматривают дело о разбойном нападении на продавца магазина. Криминальная история произошла еще в мае этого года. Предполагаемый злоумышленник набросился с ножом на девушку за прилавком. Сейчас обвиняемый все отрицает. Подробности дела в материале Нафисы Минязовой. Подсудимый не хочет помнить или забыл то, что, по мнению прокуратуры, сделал 2 месяца назад. По материалам дела, будучи нетрезвым, нижнекамец совершил разбойное нападение на небольшой магазин, запрыгнул через прилавок и начал угрожать продавцу ножом. Разбой, то есть нападение в целях хищения живого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Между продавщицей и подсудимым завязалась драка. В итоге он ранил ее ножом в ладонь и, забрав из кассы 8 000 рублей, бросился бежать. Защищала себя и магазин, потому что махался, он же мог бы и меня поранить. Я его просила, пожалуйста, брось нож, не трогай меня. У меня еще у ребенка в этот день был день рождения. Я говорю, у меня дома сын, пожалуйста, не трогай меня. Говорю, брось нож, говорю. Несмотря на раненую руку, девушка не растерялась и вызвала охрану. Предполагаемого злоумышленника задержали по горячим следам. Обидчиком оказался постоянный покупатель потерпевшей. Я сразу сказала, что это он. Мне даже фотографию показали, когда уже там через 2,5 часа, что ли, его нашли. Уже где там он был, уже в алкогольном опьянении, там не за каком. За разбойное нападение мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Возможно, срок и сократится, если обвиняемый раскается и признает свою вину. Нафиса Минязова, Айгуль Яблонская, Фахри Исламов, Вызов 112. Жизнь 2 человек спас автономный извещатель в Мамадышском районе. Около полуночи в селе Рогозино загорелся одноэтажный дом. Услышав звук сработавшего датчика и поняв, что произошло, пожилая хозяйка жилища вывела своего сына-инвалида на улицу и вышла сама. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Сгорели вещи и мебель в одной из комнат. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В МЧС напоминают, что за 4 года пожарные извещатели спасли жизнь 89 татарстанцев.
Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.